период с 24 февраля по 22 марта межведомственная рабочая группа проверила подготовку сил и средств функциональных и территориальных подсистем РСЧС. Также обследовала русло рек, каналов и ливневой канализации на территории республики на предмет готовности их к пропуску паводковых и дождевых вод. В результате обследования выявлены недостатки. Меры по их устранению отражены в проекте плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в Ингушетии в течение паводкоопасного периода 2021 года. В нем обозначены точечно все потенциально опасные места в населенных пунктах региона. По итогам доклада Махмуд Али Калиматов поручил правительству Ингушетии в лице зампреда Тимура Фаттахова вести контроль устранения нарушений в каждом муниципалитете. Где ливневка есть, в последующем, если будет причина нарушения неочищения ливневки или русла рек, чтобы главы за это несли ответственность. Вы займитесь этим, и предложение такое, чтобы все муниципалитеты отчитаться о проделанной работе. Если какое-то финансирование отсутствует, то об этом тоже сообщать. Но что сделано конкретно, какую работу вы провели? Чтобы там не было, вот как в прошлом году, там Троицкой, все залило. Вот главы районов и сельских поселений ваших, вот вы проанализируете те земельные участки, которые выдали и разрешение дали на строительство, и не имеют вообще документов, значит, строительство ведут. Проанализируйте это. И если такое разрешение есть, значит, поставьте вопрос о приведении это в соответствии с законом. В соответствии с прогнозом территориального Росгидромета и анализом многолетних наблюдений, паводкоопасный период в регионе обычно наступает во второй половине мая и достигает пика в конце мая – начале июня, с началом выпадения ливневых осадков и повышения температурного режима в горах. Для проведения противопаводковых мероприятий в регионе сформирована группа сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, в которую включены 2572 человека, 640 единиц техники и 8 плавсредств. Представитель ведомства также отметил, что при подготовке к паводковым ситуациям комиссия исходит всегда из наихудшего сценария развития событий. Я предлагаю, чтобы вы не ждали там, когда мы будем комиссию, а у себя в районных городах проводили, ну так скажем, совещания, преддверие. У себя обсуждайте эти вопросы. Я имею в виду города, районы, сельских поселений. Возьмите все это на контроль. И нам было понятен алгоритм противодействия. Понимаете, оно нас не спрашивает. Это такая ситуация природной стихии, что тут не приугадаешь, да? Тут никаких проектов и сценариев нет. Оно насколько непредсказуемо, это также и последствия. Поэтому отнеситесь к этому очень серьезно. Тем более недавно на Совет Безопасности Владимир Владимирович Путин говорил именно о чрезвычайной ситуации, о паводках, пожароопасности в России в целом. Мы должны придерживаться линии, что ответственность персональная на каждом. Надо изыскивать и возможности, чтобы выделять те или иные средства на эти службы, потому что без этого нельзя. В заключение совещания глава региона отметил, что каждое должностное лицо, входящее в состав комиссии, должно понимать свою ответственность за вверенную территорию и зону деятельности и реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций. Хадия Добриева, Хусейн Гагиев, Новости 24.